Пожалуй, так надо взять. Ветер гонит. Ты там не найдешь. У дяди Валеры-то спиной кверху темно, а у меня вверх белым брюхом. Возьму. Так. Так, ну ладно. Ждем-то. Ух ты, мою даже угнал куда. Хватает чернить с хохолком. Красавец. Еще один. Так, а где дядя Валеры? О, вон он. На ветру гонит, потом хрен найдешь. У тебя тоже хохлатая чернить? Тоже красавец. Побоялся, что ветром угонит. Так. И откуда уехал? Так, ну, растете в количестве? Нормально. Валерий? Чего? Чем ближе ночь, тем больше уток полетит. Но все дело в том, что нам затемно желательно не попасть на переход через ручей. Хреновый переход-то. Вот часов 6 пойдем. Успеем перейти ручей? Успеем. Хорошо. Ну, где там лодочка? Пора домой. Так, это надо в рюкзак. Ну, поехали. Так, догоняем дядю Валеру. Слушай, Валерий Батькович, я вообще-то в шутку сказал, что мы не отметили приезд, из-за этого нам не перестало попадать. А тут мы тяпнули по румяшке и реально стало попадать. Так это, может, не шутка, а реально такая примета есть. Не какая-нибудь, а российская. Российская? Да. Не выпьешь, так никакая работа не идет. Я думаю, французов похлеще. Что столько уток? У тебя-то первое. Это намек. Отмечать надо или не надо? Надо. У меня вина еще есть. Крутой товарищ. Так, ну снег у нас в основном растаял. Практически не осталось. Тепло было днем. Наступило самое главное период в охоте. Это покушать. Надо приготовить сначала. 5-литровый чайник хватит на это? Не знаю. Может, пару раз? Надо самовар сюда ведерный. Пить так пить, сказал студент, и заказал чашку чая. Так, ладно, одно ведро принести надо. Да. А вода капитально упала на ручей и на реке. Да, порядке. И на озере, короче, везде упала. Херня, а не половодье. Свалишь на глазок. На глазок. Так, ты еще меряешь не на глазок. По бутылке мог быть на глазок. Начало есть. Так, ну дело пошло.
Ну, дым есть, значит, костер тоже будет. Костер тоже есть. Разгорится. Да. Пшенка-то сколько варится? Полчаса? Минут 15? Наверное. Да. Вода упала, и до течения далеко идти. Ёлки-моталки. А тут грязь одна. Течения нету. Грязюка. Ну, дойдем. Ура, течение появилось. Дно видно, но течение есть. Ну, пошли назад. Утки после охоты часто сырые. На улице потом на полке положим. При такой температуре минусовой ночью перья достаточно долго потерпят. Но надо сначала высушить. Обязательно. Поэтому здесь сначала в избушке сушим. Причем сушим брюхо и со спины. Если уток отмечать, то без салата как-то грех. Мы грехи не признаем, мы атеисты. Так что нам ни грех, все равно пьем. А это пословица была что народная. Как говорят атеисты, это неверующие люди. Почему неверующие? Они верят, что Бога нету. Неверующих людей как таковых нету. Кто-то в последнее время атеист какой-то не такой. Это вообще в народе. С войной. Раз Бог с нами, значит все верующие. Кто за нас, а кто не за нас, значит не верующие. Сейчас интеллигент это ругательское слово, это предатель по сути дела. Пятая колонна, сволочи. Говнюки, берешня сбежала, их простить надо. Какой простить, блин? Предатели. Бандили их. Как думаешь, расстрел надо вводить или нет в нашем государстве? И отменяли мне все равно было, и сделают мне все равно. У меня подозрение, что отменяли либералы-предатели, которые боялись, что их сразу расстреляют, блин, по закону. Раньше как, предатель, досудили как предателя, расстрел. Это было нормой. Надеюсь, Донбасс успел там расстрелять этих самых, которых присудил к расстрелу иностранных наемников. Фашист, значит, к расстрелу, все их это самое. Фашисты, да еще иностранцы суются, Не говори. учат нас жить. Там ресницами хлопает террористка, мать его за ногу. Знала бы, что расстреляют, подумала бы. А тут взрываются, хоть бы довольны еще. Показания дают. Как раз для дома кружку оставил в лесу. У меня там немножко осталось тоже. Ну, сегодня день какой-то нестандартный, тепло с утра, в 6 утра плюс 5 было, сейчас плюс 10 уже на солнце. Интересно, ну я плащ взял, вдруг дождь будет. В общем, охотимся на том же озере. Перелет идет, надеюсь, что-нибудь да прилетит. Вода, по-моему, еще упала. Да вот отсюда, наверное, все ушло. Изначально здесь было, вон сколько, по длине. В небесах гуси гогочут. Так, ну, поехали. Фига. О, ни хрена себе. Высохла. Ну, лодку оставляю здесь. В такой неполноценной полуботе, надеюсь, не унесет. О, яма. О, нифига себе. Валерий Батьевич как далеко уже ушел. Сейчас догоним. 9 мая. В низинах еще снег сохранился.
Но это крайне маленький процент.